прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте, в студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Новый ТУ показал всем красоту. Возможности этой машины впечатляют. Как модернизировали грозный казанский ракетоносец, увидел Дмитрий Аринин. Молочные реки с высокой горы. О молочном потенциале Высокогорского района Анна Городнова. Перекрестные мнения. Дал подписку о невыезде подписать и сказал, что я виноват. Думаете, что я вот такой вот сумасшедший, который будет сбивать скорую помощь? Почему скорая, спеша на помощь, оказалась виноватой, выясняла Филюза Хамидуллина. Когда из дома страшно выйти. Всегда смотрим наверх, потому что прям видно кирпичи. Бах-бах. Почему жители дома 191 по улице Декабристов рискуют получить кирпичом по голове, узнал Сергей Хайдаров. Событие высокого значения для обороны страны сегодня состоялось в Казани. На заводе имени Горбунова презентовали модернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. Боевая машина прошла глубокую модернизацию и сейчас готовится к летным испытаниям. Чем-то хорош новый самолет и что он даст экономике республики, узнал Дмитрий Аринин. Вот он какой, такой большой. 42 метра в длину, 11 в высоту, крылья с изменяемой стреловидностью и, главное, совсем не то, что было внутри. Это Ту-22М3М, дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. С модернизацией, что дошла до презентации, заводчан поздравил Рустам Миниханов. Были времена, когда мы приезжали на завод, посещали для решения тех или иных очень сложных проблем, связанных с перспективой данного предприятия. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что не только этот ракетоносец, завод проходит глубокую модернизацию, это современнейшее предприятие с хорошей перспективой. Это детище казанского авиапрома появилось на свет ровно спустя 9 месяцев, как из цехов завода выкатили другой грозный ракетоносец Ту-160. И вот новое достижение. Я хочу, чтобы в этой многодетной туполевской семье рождались каждые 9 месяцев новые достижения. Поздравляю Татарстан с высоким уровнем демографической авиационной готовности. Представленный сегодня ракетоносец – это модернизированная версия самолета Ту-22М3. Такие на казанском заводе производились во второй половине минувшего века. Всего было выпущено более 200 штук. От этой версии в новой модификации сохранились лишь планер, то есть общая конструкция самолета и часть систем. По отзывам военных, после модернизации характеристики самолета стали лучше в 2 раза. Усовершенствования получились уникальными, аналогов в мире нет. Приятным дополнением для пилотов стали новое навигационное и прицельное оборудование и даже искусственный интеллект. Эти крылья российских ВВС будут нести ракеты и свободно падающие и управляемые бомбы. Те тактико-технические характеристики, которые превосходят сегодня имеющиеся аналоги, они, соответственно, будут реализованы с максимальными возможностями. Такие обновленные самолеты смогут служить родине до полувека. Модернизация не только вдохнет новую жизнь в дальнюю авиацию страны, но и даст казанскому заводу новые заказы. Уже со следующего года строевые самолеты начнут поступать на завод для параллельного начала работ по этой глубокой модернизации, создачи самолетов с 2021 года. Это и загрузка, это и, я надеюсь, улучшение экономических условий, повышение заработной платы. Это и продолжающаяся программа технического перевооружения завода, которая идет и будет идти. Пока же модернизированному самолету предстоит как следует показать себя в деле и в небе. Этой осенью должны начаться летные испытания боевой машины. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Модернизация ждет и аэропорт Казани. В ближайшие 5-6 лет здесь должен появиться новый терминал. Об этом сегодня заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова. Необходимость вызвана ростом пассажиропотока. Скоро в год он может достигнуть 10 миллионов человек. Как конкретно будут расширять аэропорт, пока обсуждается. Сейчас они приступили к тому, чтобы прорабатывать схему возможного расширения терминала и в том числе сервисной зоны. Пока это проект, который вырисовывается, обсуждается. Безусловно, они рассчитывают в том числе и на инвестиции.
А пока Казань ждет авиашоу. Red Bull Air Race 2018 во второй раз пройдет в столице. 25 и 26 августа в акватории Казанки вдоль Кремлевской набережной стартует чемпионат мира по воздушным гонкам. 14 команд пилотов класса «Мастер» и 10 пилотов класса «Челленджер» будут соревноваться в скорости, точности и мастерстве управления. А на площадке около центра семьи Казан появится парк развлечений. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте Air Show. Есть как VIP-трибуны, так и более доступные места. А бесплатно за воздушными гонками можно наблюдать с Кремлевской набережной. Молочные реки, высокой горы и поля тюлечей и рыбные слободы. Сегодня Рустам Минниханов побывал в 3 районах республики. Он посмотрел, как работают хозяйства, и оценил ход уборочной кампании. Районам, по его мнению, важно заниматься теми культурами, которые приносят доход, развивать животноводство и наращивать производство молока. Обо всем по порядку. Анна Городнова. Это у нас очень высокотехнологическое оборудование, сепаратор-сепкоделитель. Переработка молока 20 тонн в час. Высокогорский комбинат. Молодой игрок на молочном рынке. Выпускать продукцию начали 5 месяцев назад. Это обезжиренное сухое молоко и сливочное масло. Такой автоматизированный цех по производству сливочного масла лишь второй в России. Человеческий фактор практически исключен. Здесь его лишь упаковывают. Производительность 1,5 тонны сливочного масла в час. В следующем году здесь начнут производить творог и ультрапастеризованное молоко со сроком хранения до года. Молоко собираем с населения тоже. У нас есть свой колхоз в Высокогорском районе, оттуда молоко поступает. И еще ближайших районов тоже поступает молоко. Этот и комбинат Касымовский посетил сегодня Рустам Минниханов. Здесь перерабатывают 90 тонн молока в сутки, выпускают 38 наименований продукции. В планах запустить также новую линейку в пэт-бутылке йогурта. Вот. Ну и далее ориентир на высокомаржинальную продукцию, творожную, сырную. Как идет уборка зерновых, говорили на встрече с главами хозяйств и сельских поселений. Средняя урожайность в Высокогорском районе 26 центнеров с гектара. По республике этот показатель 27,7. Географическое положение района позволяет, и опыт у вас есть, заниматься теми культурами, которые вам приносят доход. Заниматься молоком. Цены на молоко начали восстанавливаться, Рустам Нургалевич. С 1 августа рубль прибавил за закупочным ценам. Вот с сегодняшнего дня, сегодня 16-е, многие заготовители обещали еще рубль добавить. Это уже Тюлечинский район. Встреча с аграриями на полях многолетней травы хозяйства «Алан». На сегодня убрано 45% площадей. Работа организована, но нужно подтянуться, отмечает президент. Район занимает 28-е место по урожайности. В этом году у нас дошколят 693. Президенту показали также детский сад после капитального ремонта. А в Рыбнослободском районе вновь говорили об уборочной. Обмолочено 20 тысяч гектаров. Зимы все закончили. 800 тысяч гектаров было земли. Уборочная кампания в самом разгаре. Намолочено 2 миллиона тонн зерна. Хлеборобы приступили к уборке урожая яровой пшеницы и овса. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Высокогорский, Тюлечинский, Рыбнослободский районы. Уборка зерновых перешла экватор, но пока урожай не дотягивает до прошлогоднего. На что надеются аграрии, расскажут корреспонденты программы «Родная земля» завтра в 18:00. Сегодня и завтра в республике возможен сильный туман. МЧС просит автолюбителей отказаться от поездок за город. Автоинспекторы же советуют придерживаться небольшой скорости. Видимость на дорогах может быть очень низкой. Перекресток мнений. В Бугульме обсуждают ДТП с участием скорой. Врачи везли тяжело больного на вертолетную площадку. Были вынуждены, используя спецсигналы, проехать на красный сигнал. На перекрестке случилась авария. Другая машина двигалась на зеленый свет, и водитель уверен, что он в этой ситуации прав. Почему те, кто спешил на помощь, теперь вынуждены оправдываться, выясняла Филюза Хамидуллина. На этом перекрестке передо мной загорелся красный светофор. Свет светофора. Справа УАЗик остановился, я слева начал объезжать. Ренат Хайбулин в тот день вез тяжело больного к вертолетной площадке. Счет шел на секунды. Тогда он решил включить маячки и сирену. Там было отравление угарным газом тяжелой степени. То есть человек после вот такого происшествия был в тяжелом состоянии, доставлялся в Казань с помощью санавиации. По распоряжению врача он отступил от правил ПДД и поехал на красный сигнал светофора. Ребенок был в коме, везли там, счет на минуты шел, потому что если закроют коридор воздушный, то вертолет просто улетел бы. На последнем перекрестке медмашина столкнулась с «Тойотой». От удара скорую опрокинула на девушку, которая шла по пешеходному переходу. Пострадали и те, кто был в салоне. Сейчас я не работаю после травмы
перелом 3 позвонков после этой аварии был. Через месяц у меня случился инсульт. Пациента к вертолету доставляли уже на другой машине. На место ДТП прибыли автоинспекторы. Сначала водитель скорой проходил лишь свидетелем, но с недавнего времени он подозреваемый. В начале июня 2018 года меня вызвали следователь в набережной Челны. Дал подписку о невыезде подписать и сказал, что я виноват. Я убедился, машины, я говорю, слева, справа не было машины. По моему, как я ехал. Машины не было. Я говорю, я маневр завершал по левой полосе. Я говорю, удар произошел в середине перекрестка. Как он утверждает, увидел меня за метр, за полтора метра. Сирену он не слышал, мигалки он не видел. У водителя «Тойоты» своя правда. Андрей Кудряшов – известный в Бугульме бизнесмен. Сегодня нам застать его на рабочем месте не удалось. Мы связались по телефону. Что можно нарушать, двигаясь на зеленый свет и не видя? Думаете, что я вот такой вот сумасшедший, который будет сбивать скорую помощь? Вы просто представьте эту картину. Мне это зачем? У меня есть семья, у меня есть дети. Мне жалко водителя скорой помощи. Он обязан убедиться. После этого продолжить движение. Разъяснить правила мы попросили сотрудников ГИБДД. Водители автомобилей с включенными проблесковыми маячками синего цвета, выполняя неотложные служебные задания, могут отступать от их требований. Вместе с тем, водители указанных транспортных средств, воспользовавшись правом приоритета, должны включить одновременно с проблесковым маячком и специальный звуковой сигнал. В Бугульме это самая обсуждаемая новость последнего времени. Счет идет на секунды в это время. Любой может попасть в такую ситуацию, и я считаю, что в любом случае этот водитель должен был остановиться и пропустить. Неправильно обвиняет его. У каждого в этой истории своя правда. Одна сторона утверждает, что он ехал по всем правилам, другой говорит, что у него был приоритет. Точку в этом деле поставит теперь только суд. Он и решит, кому теперь зеленый. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Бугульма. Как снег на голову здесь падают кирпичи. 191-й дом по улице Декабристов в Казани стал особо опасным для жизни. Жильцы говорят, облицовка здания настолько обветшала, что кирпичи и плитка сыпятся прямо на асфальт во дворе. Ждать ли дому ремонта, узнавал Сергей Хайдаров. Я вот так вот прохожу все время, с ребенком хожу, да. Страшно, конечно. Так жители дома номер 191 по улице Декабристов описывают свою дорогу к подъезду. Говорят, это как во время бомбардировки. Только сверху то и дело падают кирпичи и обломки плитки. Евгений Петряков рассказывает, что такой камнепад здесь уже второй год. Может быть, метро сказывается еще. Вот внизу метро проходит. Чуть-чуть такого чувствуется вот в квартире. Так что да, здесь вот мы выходим всегда и всегда смотрим наверх, потому что прям видно кирпичи. Бах, бах, бах. Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Кирпичи могут свалиться на головы местных жителей абсолютно в самый неожиданный момент. Прямо тогда, когда они только-только выходят из своего подъезда. И только вчера управляющая компания огородила опасную территорию вот такой вот лентой. Правда, как видите, площадь этой самой огороженной территории совсем небольшая. Далеко не факт, что кирпичи не вылетят за ее пределы. И если присмотреться к месту разрушения дома, то по повреждениям становится понятно, что кирпичи здесь падают с достаточно высокой периодичностью, ну а трещина растягивается сразу на несколько этажей. Как мы выяснили у жильцов дома, накануне сюда приезжала бригада рабочих. Что они делали, точно никто сказать не может. Рабочие здесь все огорожено было, стояли, предупреждали, да, было вчера. А для чего вы не знаете это? Понятия не имею. Ну, наверное. Развалится ли этот дом по кирпичику, мы решили узнать в управляющей компании Московского района. Здесь состояние дома критичным не считают. Обветшала облицовка. Вчера рабочая группа оценила разрушение на месте. Провели первоначальную работу, убрали эти плитки, убрали кирпичи, которые, может быть, за это время немножко разрушились, чтобы не было опасности падения. А вот как раз сегодня у нас выходят проектировщики, уже будут детально обследовать это место и дадут свою рекомендацию, что сделать. После оценки проектировщиков управляющие компании обещают приступить к восстановительным работам. Завершить все планируют до наступления зимы. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Если у вас есть о чем сообщить или на что пожаловаться, звоните к нам в редакцию по телефону 570 50 17. На помощь коммунальщикам пришли роботы. В Нижнекамске систему ливневок приводит в порядок спецтехника. Главное преимущество ноу-хау – рабочий может видеть, есть ли дефекты в ливневой системе. Робот-внедорожник пройдет 30 километров сетей. Подробности у Альбины Минибаевой. Это
Это не игрушечный автомобиль, а маленький зверь. Пройти Нижнекамск под землей роботу предстоит увидеть все дефекты канализационной системы. Впереди у него камера, так что у работников все как на ладони. В машине самой имеется два отделения, то есть одно для воды емкость, другая для ИОСа. Перед запуском робота в канализацию подается вода. После стоки откачивают емкость, которая находится в специальной машине. Тандем с роботом обойдется в 100 миллионов рублей. Деньги на очистку канализации получили в Нижнекамске и в Казани. Очистка будет производиться в два этапа. То есть первый этап это 15 километров, и второй этап мы предполагаем еще 15 километров. Данная программа или данное финансирование также мы предполагаем, что будет предусмотрено и на следующий год. Таким образом мы закрываем порядка 80 с лишним процентов сетей ливневой канализации нашего города. Управляют маленькой машиной специалисты из Москвы, очистили уже 2 километра ливневых сетей. Работают и днем, и ночью. Есть на определенных участках сети действительно проблемы при сильных дождях, при скоплении дождевых, ливневых стоков. Поэтому результатом этой работы будет, несомненно, улучшение самой ливневой канализации и улучшение состояния улично-дорожной сети нашего города. Освоить подземелье Нижнекамска робот должен до конца октября. Он пройдет 30 километров сетей, помогая работникам. Альбина Минибаева, Светлана Шумкова, Евгений Лызаев, ТНВ, Нижнекамск. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Наконец-то поехали! Огромная разница. Долгожданная дорога все-таки появилась у нас. Как вышло, что дорога в Тукаевском районе оказалась ничья? И кто ее починил, узнал Сергей Хайдаров. Чем дальше в лес, тем больше штрафы. Понятно, что он будет, это уже браконьерство. Под угрозой ли косули, кабаны и лоси. И кому теперь можно охотиться на них в татарстанских лесах, узнал Рамиль Шайдуллин. По 3 главы района еженедельно будут отчитываться Рустаму Минниханову о том, как на их территориях развивается бизнес. В Кремле сегодня подытожили вчерашнее заседание Республиканского совета по предпринимательству. Здесь привели данные, что в большинстве районов Татарстана упала деловая активность. Исправление ситуации на жестком контроле президента. В режиме видеоконференц-связи главы районов отчитываются, сопровождается анализом бизнес-климата, который по каждому району готовит Министерство экономики республики. Через 3 месяца на совещаниях вновь будут возвращаться к уже отчитавшимся районам. Отцы Татарстана задолжали своим детям более 3 миллиардов рублей. У этих людей нет постоянного места работы, а потому они годами не платят алименты. Сегодня рассматривается вариант принудительного устройства на работу. Зарплата пойдет в счет оплаты долга. В республике по борьбе с долгами по алиментам создана специальная комиссия. На этой неделе ее первое заседание. Также говорили о необходимости усилить работу по применению административной юрисдикции. Меры должны быть выработаны так, чтобы у должников не складывалось ощущение, не возникало сомнений в неаккуратности наказания. Вместо ям ровный асфальт. Сегодня после капитального ремонта открыли долгожданную дорогу между Челнами и Белоусом. Трасса не стояла на балансе ни у города, ни у района. Местные жители никак не могли добиться ее ремонта. Откуда же нашли деньги, знает Сергей Хайдаров. Увидеть такой знак на трассе Челны-Белоус, пожалуй, мечтал каждый, кто хоть раз по ней проезжал. Теперь здесь проезд открыт. Для местных жителей это сродни празднику. Настроение не испортил даже внезапный дождь. Огромная разница. Долгожданная дорога все-таки появилась у нас. Мы этому очень рады. Конечно, сейчас или такая дорога, или как раньше. Сравнение вообще другое. Ну, лет 40, наверное, ведь ее уже не делают. Сейчас отлично. Как говорят, как идем, корабли. На газ не жмем, прям вообще чудо. Сделать дорогу шире – задача трудновыполнимая. Подрядчики отнесли объект к категории сложных, но сдать удалось даже раньше срока. Были нюансы, были сложности. То, что объект находится в лесной зоне, очень такие жесткие достаточно требования. То, что дорога достаточно узкая. Эта трасса проходит по территории национального парка Нижняя Кама. Так вышло, что дорога официально не относится ни к Тукаевскому району, ни к Челнам. Местные добивались ее реконструкции не 1 год. Новый глава Тукаевского района обратился с просьбой к президенту. На ремонт из республиканского бюджета были выделены 57 миллионов. Теперь на очереди дороги в садовые общества. Ежегодно садоводы Тукаевского района получают по программе по 151 миллион рублей. Это немалые деньги для республики. В этом году мы тоже получаем. Плюс сейчас должен заработать программа самообложения для садоводов. Это 2 рубля к рублю.
За счет программы самообложения в садовых обществах планируют отремонтировать дороги, водопроводы и линии электропередач. Обновления ждут и жителей Малой Шильны. На нужды деревни одна из нефтяных компаний республики выделила 40 миллионов рублей. Сергей Хайдаров, Елена Камалова, Сергей Вильданов, ТНВ, Набережные Челны. Есть место коррупции даже в законах о местном самоуправлении. Независимые эксперты проверили в Татарстане 271 нормативный акт. В 37 нашли лазейки. Несовершенные акты других госорганов. Слабые места нашлись и в федеральных документах. С 1 октября в республике стартует 3-й конкурс независимой антикоррупционной экспертизы. Проверят больше сотни источников права. Для участия необходимо направить заявку и пакет документов в Министерство юстиции. Конкретно какие коррупциогенные факторы, будь то это различные формулировки в праве, будь то это различные, так сказать, неопределенности, которые есть в тех или иных нормативно-правовых документах. Ну и то, что касается вот тоже действующих нормативно-правовых документов, да, видите, в 5% случаев у действующих нормативно-правовых документов были выявлены коррупциогенные факторы. Кардинального изменения требует закон о СМИ и система розничной продажи газет. Об этом сегодня говорили в Казани. В преддверии форума национальных и региональных СМИ в город приехал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Сегодня он встретился с главными редакторами республиканских СМИ. Альбина Салгараева о том, что сегодня волнует журналистов. Владимир Соловьев в этой должности в Казани впервые. В прошлом году в ноябре его избрали председателем Союза журналистов страны. Сегодня он в гостях у газеты «Республика Татарстан» и «Ватаном Татарстан». Сделать все-таки наш Союз журналистов России, наш большой Союз журналистов, уважаемой частью гражданского общества, интересным и модным для молодежи в том числе. Основная тема встречи – это объединение союзов. Журналисты Татарстана пока не входят в Союз журналистов России, но их сегодня пригласили. О наших делах становится слышно и известно. Это вызывает интерес у наших журналистов во всей стране, у членов сообщества. И очень приятно, что кривая вступления в Союз, она резко поползла вверх. Мы давно ведем речь о том, что надо бы нам это столетие таким большой, единой, сильной организацией. В Союз журналистов России у нас не входит еще, кроме нас, Союз журналистов Москвы и Союз журналистов Санкт-Петербурга. Защита журналистов, борьба за свободу слова и сохранение тиражей газеты и телевизионную аудиторию. Вот вопросы, которые сегодня обсуждали в преддверии форума национальных и региональных СМИ. Как только симка появится в автомобиле, обычному пониманию нашего радио придет полный конец. Изменения также сегодня требует закон о СМИ. Этим вопросом также занимается Союз журналистов России. В документе нет понятия вещания, сайт или интернет, а потому либо в документ будут внесены поправки, либо его изменят полностью, в том числе и название, предполагается закон о медиакоммуникациях. Альбина Салгараева, Игорь Романов, ТНВ Казань. Подготовка к новому учебному году никогда не была столь легкой и приятной. В гипермаркете rbt.ru стартует акция «Школьная распродажа». С 17 по 31 августа в гипермаркете бытовой техники rbt.ru вас ждет огромный выбор современных ноутбуков, смартфонов и множество других нужных современному школьнику и не только товаров по самым привлекательным ценам со скидками до 30%. С 17 по 31 августа в нашем магазине будет проходить акция «Школьная распродажа». Вас ждет огромный выбор современных ноутбуков, смартфонов, нужных каждому ребенку смарт-часов и множество других товаров по привлекательным ценам со скидками до 30%. К примеру, вы можете приобрести ноутбук с выгодой 4000 рублей. Или же приобрести телевизор со смарт-ТВ диагональю 102 сантиметра дешевле на 11 тысяч рублей. rbt.ru – это совершенно новый формат магазина, включающий в себя низкие цены интернет-магазина, огромный ассортимент товаров в наличии, грамотную качественную консультацию. Товары более 30 тысяч наименований можно выбрать не только на полках магазина, но и заказать по интернету на сайте компании rbt.ru, не выходя из дома. При этом предусмотрена доставка покупки на дом. Охота всем, не всем везет. Кто и где будет охотиться на обитателей лесов Татарстана, решил жребий. Сегодня Госкомитет по биоресурсам разыграл права на охоту среди 4000 человек. Повезло лишь 80. Почему такой жесткий отбор, узнавал Рамиль Шайдулин. Люди отдыхать приезжали, не боятся. В Татарстане стартовал сезон кабана, и в зеленодольском хозяйстве уже ждут первых любителей охоты. Много лет этот лес пустовал. Из-за хаотичного отстрела животных здесь выжили единицы. И только теперь фауна постепенно восстанавливается. Косулю мы не открываем, у нас она не так много ее. Голов 60, наверное, больше нету. А кабан в полном усилии много. И лося более-менее. Восстановили
с прошлых лет. Само собой, средь бела дня копытных сложно встретить даже глубоко в лесу. Животные чувствуют человека и не стараются лишний раз попадаться на глаза охотников. Но и они уже давно знают, как можно легко выйти на добычу. Для этого есть оружие, ловушки и приманки. 25,59. 2559. Повезет единицам. Так в Комитете по биоресурсам выбирают, кто будет ходить на копытных в Татарстане. Причиной всему лимит лосей и кабанов. Примерно по 2 животных на каждого охотника. За разрешением обратилось больше 4000 человек. Но законно на охоту выйдут около 80. Это может быть и охотник Республики Татарстан, может быть охотник и соседних регионов. Подает заявку на право участия в жеребьевке, и уже путем случайной выборки разыгрывается победитель, который получает право на получение разрешения. Дальше у охотников целый сезон. Уже сейчас на кабана, а с 1 октября они получат право выходить и на лося во все общедоступные охотничьи угодья. Те, кому не повезло сегодня, предупреждают в комитете, убив копытных, станут браконьерами. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Зеленодольский район, Казань. Такой была картина дня. Впереди еще вас ждет прогноз погоды. Увидимся в 21:30. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Хоккеистки «Динамо» ГАП уверенно продолжили чемпионат России после перерыва в сезоне. Казанский коллектив по хоккею на траве обыграл «Динамо» Электросталь. Матч прошел в Санкт-Петербурге. Там девушки из «Динамо» переиграли одноклубниц со счетом 6-3. После очередного тура верх турнирной таблицы чемпионата России изменился. Лидирует московская «Динамо» ЦОП, у которых в активе 28 очков. Далее располагается казанский клуб, у которого на 2 очка меньше. Замыкает тройку лидеров «Динамо» Электросталь. Команда набрала 19 очков. В следующем туре 3 сентября наша команда в Казани примет «Коммунальщик» из Барнаула. Тем временем КХЛ представила фирменный стиль недели звезд хоккея в Татарстане. Логотип 3-го в истории фестиваля разработан на основе традиционной символики и достопримечательностей домашнего региона. Цветовая гамма фирменного стиля воспроизводит триколор государственного флага Татарстана. В основу логотипа звездной недели лег архитектурный ансамбль, по которому узнает во всем мире столицу республики. Очертания исторических зданий Казанского Кремля заключены в еще один знаковый для республики символ – алый тюльпан. Напомню, что неделя звезд хоккея пройдет в 3 городах с 12 по 20 января. И в завершении к новостям карате спортсменка из Татарстана завоевала бронзовую награду Кубка России. Турнир, который проходил в городе Орел, является отборочным для формирования состава сборной. Алина Шишканова из нашей республики смогла занять 3-е место в весовой категории до 61 килограмма. Менее удачно на соревновании выступили другие спортсмены. Ульяна Володина заняла 5-е место, Рустем Фатыхов – 7-е. По результатам Кубка Алина Шишканова с 26 августа по 6 сентября примет участие в первом этапе тренировочного мероприятия сборной России по подготовке к чемпионату мира по карате. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Время прогноза погоды на ТНВ. Что прогнозируют нам синоптики на пятницу, узнаем через минуту. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой и по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики плюс 20. Ожидается небольшой дождь. На северо-востоке до 21 тепла. Также пасмурно. На севере Татарстана облачно, вероятен дождь. Плюс 21 градус выше 0. На северо-западе также пасмурно. Днем воздух прогреется до плюс 20. На юго-западе теплее, до 23 градусов, но также пасмурно. В центре Татарстана дожди, плюс 21. В субботу ожидается понижение температурного фона. Приглашаем на работу поваров, автоматизированные процессы, соцпакет, льготное питание сотрудникам и их детям-школьникам, возможность повысить квалификацию и получить востребованную профессию. Спонсор прогноза погоды – Департамент продовольствия и социального питания Казани. Здоровое и качественное питание – основа здоровья и детей, и взрослых. Как говорится, поел и доволен. В Казани ожидается облачная погода, без осадков. Дневные часы воздух прогреется до 22 градусов выше 0. Ветер северный, умеренный. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.
Влажность воздуха 56%. Не забывайте брать с собой зонтики. С вами была София Егорова. До свидания.